Олег Алексеевич, мы потом местами меняемся, да, Зоя Иннокентьевна? Не обязательно, да. Ага. Нет, потому что я листаю. А вы будете видеть, ага. Да. Да, да. Да. Вот сюда, потому что экран. Экран закрываю. Ага, вот так. Поехали. Угу. Добрый день. Сегодня, 13 апреля, исполняется 105 лет известному композитору, родом из солнечной Армении, который приехал работать в нашу республику, известному композитору Гранту Арамовичу Григоряну. Сегодняшний наш лекторий под номером 9 мы посвятим этой знаменательной дате. Но прежде мы начнем наш лекторий, хочется в самом начале поздравить нового члена нашей организации Союза композиторов России, ну и, соответственно, также автоматически, который становится членом Союза композиторов Республики Саха-Якутия, Викторию Георгиевну Григорьеву. Можно аплодисменты. Она музыковед, защитила диссертацию по творчеству народного сказителя Алан-Хасута Нахсорова и действительно вносит достаточно значительный вклад также и в дело изучения музыки якутских композиторов. Можно вспомнить несколько изданий, публикаций, которые Виктория Георгиевна посвятила именно музыке якутских авторов. В частности, одно из последних изданий – это книга, монография, посвященная театральным постановкам народов Якутии, где собраны либретто практически всех поставленных опер и балетов, которые случились на нашей земле вплоть до современного времени. Итак, переходим к теме сегодняшнего нашего лектория. Первый доклад мой, тема опера «Лоокут и Нюргугун» Гранта Григоряна о колористике. Второй докладчик Зоя Иннокентьевна Кириллина расскажет нам о балете Григоряна «Камень счастья». Итак, свое выступление мне хочется начать с известного достаточно высказывания Альфреда Шнитке о музыке Гранта Арамовича Григоряна. Он говорил: есть композиторы, которые не пытаются показать слушателям которые не пытаются поразить слушателя особой новизной языка, неслыханной изощренностью оркестровки или формы. Их сочинения могут показаться сперва чересчур традиционными, но потом начинаешь открывать в них нечто свое, ощущаешь подлинно своеобразие внутреннего мира композитора. Такое ощущение возникает, когда слушаешь лучшие произведения Гранта Григоряна. Сегодня мы поговорим о колористике, которая стала результатом взаимодействия, взаимоотношения фольклора, музыкального фольклора и профессиональной музыки. И рассмотрим мы это явление на примере оперы Гранта Григоряна «Лоокут и Нюргугун». Можно вспомнить основные сочинения композитора. Это оперы «Праздник в горах». «Лоокут и Нюргугун» была написана в 1959 году по драме Тимофея Сметанина. Затем все знают его и любят оперетту Григоряна «Цветок севера», балет «Камень счастья», замечательный концерт для скрипки с оркестром 1954 года, сценическая оратория «Северное весеннее»,
кантата «Солнце над Китаем». Тут можно вспомнить, что Грант Арамович во время военной службы, значит, путешествовал по странам Востока, Азии, да, и очень заинтересовался музыкальной культурой Китая, Кореи, и, возможно, это привело и в нашу республику, так как он был очень заинтересован, заинтригован совершенно необычной для него музыкальной культурой. В сокровищнице композитора симфоническая, инструментальная музыка. Все пианисты нашей республики прекрасно знают его цикл прелюдий для фортепиано «Размышления на берегах Лены». Много у него детской музыки. Также он писал музыку к драмам, к спектаклям, в частности, для спектакля «Красный шаман» и «Долина стерхов». Также вокалисты знакомы с двумя сборниками песен и романсов Гранта Арамовича «Сахамсире Барахсан». Эта песня вот с этим названием практически является одним из таких гимнов, наверное, нашей республики, который с таким мастерством и вдохновением исполнял наш непревзойденный бас Иван Степанов. И интересно, что также композитор всегда с большим интересом относился к фольклору, и в его творчестве также есть и обработки, значит, не только армянских и русских мелодий, также якутских, корейских народных песен. Итак, перейдем к понятию колористика. Что же это такое? Ну, вот есть такое как бы общее определение, что это совокупность звуковысотных и ритмических элементов, формирующих красочную фактуру музыкального произведения. К ним относятся лад, конечно, затем вертикаль, да, интервалы, аккорды, ну и метроритм. Без временной организации никуда. Однако степень красочности того или иного вида гармонии, она разная. Тональная гармония тоже в своей степени колористична. Более колористическими свойствами обладает, конечно, модальная гармония, а тональность и сонорика, где на первый план выходит именно красочность гармонии, здесь колористика уже действительно уже играет, ну, выдающуюся роль. Однако, если вспомнить произведения старинных композиторов, вот, нашего великого гения, например, Иоганна Себастьяна Баха, разве нельзя сказать, что его музыка также колористична? Вот вспомним его инвенцию, трехголосную инвенцию ля минор. Заканчивается. То есть минорное произведение заканчивается мажорной тоникой. Такой вот колористический фокус, он был очень характерен для композиторов эпохи барокко и в дальнейшем также использовался очень многими авторами. В гармонии принято говорить о двух сторонах аккорда. Первая сторона, вы с ней все в основном, так сказать, ну, профессионалы меня слушают, да, связана с функциональностью аккорда, то есть с его ладотональной стороной, то есть, ну, это всем нам знакомые, тоника, субдоминанта, доминанта, функциональность аккорда, которая проявляется, когда он находится в условиях определенной тональности. Это первая сторона. Так? И вторая сторона – это выразительная, красочная сторона. Иногда говорят фонизм аккорда. Например, вот, если аккорд находится вне тональности, да, здесь, конечно, уже о функциональной стороне говорить не приходится. На первый план выходит, понятно, красочная гармония, но даже внутри тональности определенные аккорды, они обладают определенной степенью красочности, да, что сразу выводит в дальнейшем на такое явление, как сонорика. В гармонии, значит, выделяют вот сейчас на данный момент два основных вида вертикали – это аккорд и сонор.
Аккорд – это созвучие, в котором тоны все слышны. Ну, например, там до ми. Сейчас сыграю. Так. Аккорд, например, трезвучие. Все слышно, все хорошо. А вот сонор. Ага. Здесь, конечно, уже проблематично с тоноразличением. То есть сонор – это созвучие, в котором есть неопределенные по высоте звуки. Вот. И в связи вот с такой вот повышенной красочностью сонора и повышенной функциональностью аккорда у нас как бы возникает две гармонии. Первая – это функциональная гармония, и вторая – это действительно уже красочная, колористическая, ну а в высшей степени это уже сонорная и сонористическая гармония. Как же соотносятся колористика и сонорика? Какое понятие шире? Тут надо сразу ответить, что колористика – это вид сонорики. То есть понятие сонорики, она гораздо более шире, включает много различных понятий. Сейчас я вам покажу таблицу. Там вот все вот, значит, виды вот этого сонорного искусства, так сказать, показаны. Самыми значительными такими сторонами колористики является это ослабление функционального тяготения. То есть уже нет такого преданнейшего отношения доминанты к тонике. После доминанты может появиться субдоминанта, используется огромное количество побочных трезвучий. Это и есть все признаки колористики. И, как мы видим, о колористике на первый план выходит не функциональная сторона аккорда, а его красочная сторона. Кстати, вот такие понятия, как колористика и сонорика, они также служат для различения жанров. В бытовой музыке в основном применяется колористика. Ясная, тоноразличимая, очень красивая, выразительная, мажор, минор и так далее. Да? В фантазийных жанрах здесь уже могут, так сказать, проявиться более острые грани колористики и какие-то, так сказать, уже явные примеры использования сонорики. В театрально-музыкальных жанрах здесь есть и то, и другое, в зависимости от образа, который, значит, передается в данный момент. Если это нечто фантастическое, это, конечно, более такую имеет сонорную природу. И если связано с миром людей, с какими-то с природными явлениями, с образами птиц, природы, это, конечно, колористика. Но в академических жанрах, таких, например, как концерт, соната, симфония, тут уже выбор или колористика, или сонорика зависит от композитора, от того, как он понимает тот или иной художественный образ. Надо сразу сказать, что, конечно, на первом месте стоит всегда в произведении его содержание, его смысл. Именно художественный образ дает композитору тот инструмент, те средства, которые он в конце концов выбирает. Все решает художественный образ. А вот термин сонорика тоже он понимается как бы в двух таких, значит, ипостасях. Да? Первое – это в широком смысле, это в целом вообще система тембро-красочных средств выразительности. Потому что сонорными свойствами обладает мажорное трезвучие, минорное трезвучие, да, то есть все равно выразительность и так далее, все это есть. Но более в узком понимании, и, так сказать, в музыке 20-21 века, сонорика – это все-таки техника композиции, которая оперирует в первую очередь именно сонорами, а не аккордами, то есть созвучиями с неопределенной по высоте звуками. Особенности сонорики. Естественно, преобладает фоническая сторона, никакой функциональности, потому что просто тональности нет. Вот на картинке я показала два чудесных кластера, да, ре большой октавы, ре первой октавы и второй, вот такие параллельные кластеры. Вот в этой черте заключены все звуки. Ну, будем считать на расстоянии полутона хотя бы, да, хотя расстояния могут быть и меньше. Это вот такие вот очень плотные такие кластеры. Естественно, здесь они используются не просто так, а изображают, звукоизображают определенный какой-то образ.
И на первом плане не функциональность. Где тут функциональность? Какая тональность? Никто не... Это, конечно же, красочность и фонизм. Также вот еще один чудесный аккорд, вот ради интереса тоже, вот, чтобы полюбовались. Особенности сонорики, они также связаны с тем, что в музыку, в музыкальный обиход входят новые ладозвукорядные системы. Ну, как новые, относительно новые, да, то есть в понятие классического мажора возвращаются модальные лады, лады народной музыки. Каждый уважающий себя композитор рождает свой какой-то лад, можно вспомнить там лады Мессиана, лад Черепнина, Александрийский пентахорд Шостаковича, загадочная гамма Верди, ну и так далее, и так далее. И, естественно, вот внедрение каких-то других, иных ладов, других пониманий звуковых систем ослабевает вот классическую функциональность и приводит к нейтрализации функционала. Ощущение опоры, какой-то тоники, центра, к сожалению, теряется. Ну вот посмотрите вот на этот чудесный аккорд. Что мы можем тут сказать насчет тональности? Вот я присматривалась до диез ре, ну что-то, возможно, из области ре минора, хотя тут есть фа диез, но есть и фа бикар наверху, обратите внимание, расщепленные, да, тоны. Есть как бы звуки доминант септаккорда, но не из той тональности. Ля бемоль, до, ми бемоль и соль. То есть вот если так вот разобраться, конечно, можно тут что-то вычленить, но когда все это звучит одновременно, оно звучит, ну пусть даже на протяжении целой ноты, да, очень сложно выявить его какую-то функциональную принадлежность. Итак, все сонорные явления можно разделить на 3 основных класса. Это колористика. Вот сверху, кстати, вот я тут в картинке, да, взяла прямо аккорд из клавира, значит, оперы «Ло Кутынь Ургугун» на странице 74. В басу стоит си-бемоль, потом чуть позже к нему присоединяются звуки. Тут ключевых знаков не видно, мы чуть попозже, потом посмотрим на него поближе. Си-бемоль до, ми-бикар, ля, си-бемоль. Си-бемоль, ми-бикар – это увеличенная кварта, тритон, так называемая якутская кварта. Посмотреть на структуру, в основном, так сказать, этот аккорд, он близок, конечно, к кварт-аккорду, си, ми, ля. Но есть дополнительные тоны – секунда до и секунда си сверху, да, то есть тут вот аккорд с дополнительными тонами, то есть это уже, значит, Григорян, это в таком виде, это колористическая гармония. Затем второй класс в сонорной системе – это, собственно, сонорика. Вот уже знакомые вам вот эти кластеры замечательные. Ну и, наконец, сонористика. Это техника, которая, значит, оперирует только сонорами, только созвучиями без определенной высоты. Посмотрите вот на этот чудесный цветок. Если увеличить, значит, вот эту картинку, там по краям видны названия звуков. То есть это ноты, это сонорная музыка. Итак, как же мы пришли вот к современному пониманию колористики? Историческое развитие гармонии, оно шло по пути всегда усиления красочности, выразительности гармонии. Композиторы любой эпохи, вот как мы видели, начиная с Иоганна Себастьяна Баха, да, всегда искали какое-то максимально выразительное созвучие, чтобы оно передало максимально точно задуманный ими художественный образ. В частности, в эпоху классицизма для такого ладового колорирования очень часто применялось такой вот контраст ладовый. В мажоре применять минорные гармонии, в миноре мажорные. И вот эта вот такая игра ладами, она очень характерна для музыки Гайдна, Моцарта, Бетховена. Можно вспомнить бетховенский секстаккорд, да, это секстаккорд второй ступени, который очень любил применять Людвиг ван Бетховен перед кадансом. Каданс, например, мажорный, а перед ним звучит минорный секстаккорд. Вот эта краска, ладовое колорирование очень характерно и уже начинает проявляться в музыке классицизма. Здесь вот на этом слайде фрагмент очень известного произведения. Это лунная соната Бетховена.
Здесь вот тоже вот использовал композитор звучание мажора и минора в моменте. Сейчас я напомню. Здесь, если вспомнить основную тональность сонаты, это до диез минор, совершается модуляция в параллельный ми мажор, все хорошо, первая степень родства, но вдруг композитор из ми мажора, вот вторая строка, третий такт делает ми минор, да, что дает ему возможность перейти, значит, отклониться в до мажор, в тональность абсолютно далекую от до диез минора. Если даже просчитать вот по современной системе, это получается однотерцовая тональность. В до диез миноре появляется до мажор, однотерцовая тональность. А затем, значит, идет возвращение. То есть вот эта игра красками, мажор, минор, уже мажоро-минорная система, и не просто какой-то вид, да, а именно однотерцовый, уже применялась в эпоху классицизма. Так. В более современном понимании колористика, конечно, возникает в музыке романтиков XIX века. Появляются национальные композиторские школы новые, норвежская Григ, венгерская Лист, польская Шопен. И вот возникновение и появление новых интонаций, новых гармоний, новых ладов естественным образом меняет уже классическую тональность. Ладовая система тональная значительно расширяется. Красочная сторона, она очень важна была для романтиков, максимально вот отразить переживания внутренние, там, субъекта, субъективность, индивидуальность. И, естественно, вот именно благодаря поиску и нахождению все новых и новых гармоний, в основном тоже мажоро-минорного толка, значит, практически уже возникает такое понятие гармонии, как колористика. Не обошлось, конечно, без русских композиторов. Мощная русская школа возникает в XIX веке, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е и конец XIX века. Это уже свои лады, обиходные лады, тоже свое чувствование мажора минора, плагальность. И очень хочется подчеркнуть, что вот русские композиторы, особенно в их произведениях, проявляется то, что очень характерно для колористики, это мелодическое, линеарное мышление, параллелизмы, дублировки, когда гармония идет не по вертикальному такому мышлению, вот, тоника, субдоминанта, доминанта, а идет вот по линии, по горизонтали. И очень много таких вот можно примеров найти, когда вот эти вот созвучия очень интересные возникают не как результат функциональности, да, определенной гармонии, а именно как результат сочетания самостоятельных мелодических линий. Вот можно вспомнить примеры из музыки Михаила Ивановича Глинки, Николая Андреевича Римского-Корсакова. В этом году им также исполняется, значит, тоже они являются юбилярами. Михаилу Ивановичу 220 лет, Николаю Андреевичу 180 лет. И вот, в частности, даже «Мир людей», да, даже «Мир людей» в их операх показан уже не просто через обычный мажор-минор, а уже через мажоро-минорную тональную систему. Ну и заключительный этап уже практически формирования, значит, колористики связан с таким небольшим, но очень важным для гармонии течением, как импрессионизм. Творчество Клода Дебюсси и Мориса Равеля уже сформировало практически современное понимание этого термина колористика. Здесь на первый план уже выходит, вот, собственно, то, что я говорила, художественный образ.
То есть любые средства хороши, чтобы отразить то или иное состояние. «Девушка с волосами цвета льна», Дебюсси, «Паруса», значит, Марис Равель «Пассакалия памяти инфанты», где идет секвенция, да, нон-аккордами. То есть для каждого определенного образа выбирается совершенно индивидуальная какая-то гармония, и структура никого не волнует. Уже тональность, уже, так сказать, опосредовано все это. Много у них уже симметричных ладов, снятой тональности, политональности. То есть здесь колористика, конечно же, выходит практически на первый план. В дальнейшем уже колористические созвучия уже композиторам недостаточно. В музыке 20-21 века появляется сонор, когда, так сказать, музыка, ну, созвучие с неопределенным звуковысотным составом используется уже в произведениях профессиональных композиторов. В первую очередь это, конечно, польские сонористы, Витальд Лютославский, Кшиштоф Пендерецкий. В российской музыке вот я поставила портрет, значит, Софии Губайдуллиной, абсолютно такая сонорная музыка. Ну, потом вот я подумала, что сюда с таким же успехом можно было поставить портреты Захара Константиновича Степанова, Владимира Васильевича Ксенофонтова, потому что сонорная музыка вот с такой вот очень сложной сонорной традицией очень характерна для музыки наших композиторов, потому что идеально отражает, помогает им отразить вот тот образ художественный, который был ими задуман. Относительно всех этих сонорных явлений, если, значит, кому-то интересно, значит, я основывалась на работе, на трудах советского, российского музыковеда, значит, Александра Львовича Маклыгина. Он еще в 1985 году написал диссертацию «Сонорика в музыке советских композиторов», где вот сделал и классификацию сонорного материала, и проследил вот историко-стилевую типологию, значит, определил виды фактурного оформления, дал понятие очень многим явлениям в сонорной музыке. То есть вот в основном вот я к нему тоже буду апеллировать, ну вот относительно, значит, аппаратного какого-то, да, материала, то, что я буду говорить, и терминологии. Вот, значит, вот Александр Львович Маклыгин. Вот он предложил вот эту таблицу, значит, Александр Львович, и выделяет 3 типа сонорной системы. Это значит, к основным типам относятся сонорная гармония, колористическая гармония, то есть колористика, и сонористическая гармония. К промежуточным типам относятся сонорно окрашенная гармония и сонористически окрашенная гармония. К несонорике Маклыгин относит колористически окрашенную гармонию и музыку с шумовой краской, так называемый сонорный шум. Вот можно тут посмотреть, да, что вот, значит, между основными типами вот колористика, сонорика, сонористика, прямо таких строгих, строжайших граней, конечно, нет. Надо смотреть каждый раз конкретный пример, конкретное произведение, чтобы определить, к какому все-таки типу относится то или иное произведение. Студентам, вот я иногда так объясняю, значит, если сонористика – это 100% соноры, то есть в музыкальном тексте одни соноры. Если колористика, соноров нет, там все тоноразличимо, но используется много побочных аккордов, мажоро-минорная система, лады модальные, мелодическое мышление, какая-то развитая мелодическая фигурация, ритмическая фигурация, фактура, вот, значит, регистры какие-то интересные, все это колористика. Ну а сонорика где-то вот 50 на 50, то есть и тоноразличимые, есть и соноры. Ну, тут вот мы всегда, так сказать, ну, со студентами иногда, так сказать, у нас бывают дебаты по поводу, значит, ну, к какому типу отнести то или иное произведение. Вот, значит, ну, к промежуточным типам, вот, например, сонорно окрашенная гармония, можно отнести музыку Скрябина, Дебюсси, Бартока. А вот к несонорике, в частности, например, колористически окрашенной гармонии относят музыку Фредерика Шопена. Итак, колористика. Значит, представляет собой подчеркивание краски при четкой различимости тонов. Так.
В области самой колористики также выдвигают еще 3 как бы вот такие вот степени, да, красочности. Это колористическая окрашенная гармония, то есть имеется в виду тональная, модальная гармония. Можно привести в пример прелюдии Клода Дебюсси. Колористическая гармония – это вот мажор и минор, вертикализация звукоряда. Вот мы сейчас будем это рассматривать на примере музыки Гранта Григоряна. И сонорно окрашенная гармония. Это уже связано с атональностью, это, значит, промежуточное явление между колористикой и сонорикой. Здесь прекрасно подходит для примера музыка Захара Степанова, Владимира Ксенофонтова. Значит, в области колористики можно выделить 2 основных вида созвучий. Значит, первое – это созвучия, связанные с мажором минором, и второе – это натурально-ладовая гармония. Все они используются, значит, в опере «Локут» и «Ниргугун» Григоряна. Вот давайте посмотрим вступление. Оно совершенно небольшое. В клавире занимает всего лишь, так сказать, 1 страницу. Вот сразу хочу сказать, что, к сожалению, ни аудио, ни видеозаписи вот нам не удалось найти, поэтому вот, значит, музыкальные примеры буду играть вот где-то местами сама, вот, значит, чтобы, так сказать, услышать, значит, музыкальный материал. Вот давайте начнем со вступления. Небольшой анализ. Все, конечно, узнали первую интонацию, которую использовал композитор: джебо, запев, зачин, значит, обращение к стилю Григоряна, то есть джеретире, торжественное пение. В фактуре используются колыгахи. Видим прекрасный пример раскрывающегося лада. Это вот один из терминов, который разрабатывал в своем творчестве Грант Арамович. Да? Сначала вот смотрим совершенно небольшой диапазон секундовый, да, соль-ля, затем постепенное расширение. И вот в 5-м такте, в 4-м такте соль-ля, си, до диез. Это вот известная, значит, якутская целотоника, также, значит, в объеме увеличенные кварты, тритон. Вот эта интонация тритон, она пронизывает практически всю оперу. Вот во всех примерах, которые мы будем смотреть, везде есть практически вот эта вот якутская кварта. Наверное, услышали, увидели, что, значит, основная тональность тут в начале соль-мажор, но затем, значит, ключевые знаки меняются, и мы, значит, оказываемся в одноименном соль-миноре. То есть применяется одноименная мажоро-минорная система. Слышим октавные дублировки, параллелизмы. Здесь вот, кстати, вот на картинке я также подчеркнула, да, здесь вот есть, например, тонический секундаккорд с расщепленной примой, то есть звучит в басу соль, а наверху соль-бемоль. То есть вот, ну, в соль миноре, да, получается здесь. То есть аккорды с расщепленными тонами здесь используются, с дополнительными тонами, да. И также здесь вот звучание увеличенного трезвучия, которое также в дальнейшем очень часто мы будем видеть вот в следующих, значит, как бы примерах, да, которые я вот разобрала. Дело в том, что я просмотрела, ну, весь клавир и, значит, обратила внимание, что фактура на самом деле достаточно прозрачная.
у Гранта Арамовича, об этом тоже также писал, по-моему, Альфред Шнитке, что вот именно мастерство и опыт композитора как раз вот сказывается в том, что не в нагромождении звучностей, да, а в выборе именно определенного, достаточно даже, можно сказать, скупого, значит, способа изложения музыкального материала, но при этом создается абсолютно точный, конкретный художественный образ. Нельзя не сказать о ритме, о метроритме вступления. Уже видим, что применяется переменный размер. Здесь 4 четверти используются, 2 четверти, триольность, да? Полиритмия, то есть, например, в правой руке идут триоли, внизу дуоли. То есть вот это вот ритмическое колорирование также, конечно же, оказывает огромное влияние на формирование и гармонического вида колористики. Дальше здесь вот это вот, ну, продолжение вступления. Также мы видим, вот, что идет одноименный соль минор, продолжается использование колыгаков, идет регистровая перекличка, то есть одна и та же тема проводится в разных партиях. Значит, используются сложные неоднородные размеры, вот в частности 5 четвертей. Здесь также еще заявлена очень интересная вещь во вступлении – это органный пункт. То есть очень много примеров использования органного пункта, причем именно двойного органного пункта мы затем встретим. Так. Здесь дальше идет сцена, тоже связана она с интонацией джебо. Видим, что материал сильно хроматизируется. Здесь вот, значит, занавес уже поднимается, это пролог, значит, начинается пролог оперы. Ну, я думаю, что сюжет оперы, значит, как бы напоминать не надо, он известен, это якутские, значит, Ромео и Джульетта, значит, юная, значит, девушка Нюргугун влюблена в сына, значит, бедного охотника Лоукута, отец препятствует, значит, богатый и знатный отец препятствует, значит, женитьбе, то есть замужеству дочери вот на бедном охотнике, да, и потом, значит, ну, различные перипетии, там есть, значит, богатый жених и так далее, и в конце все-таки влюбленные воссоединяются. Так, здесь вот тоже вот как раз вот на экране видны, да, увеличенные трезвучия си, ми бемоль, соль. Тут вот, значит, они вот везде вот буквально, так сказать, вот это увеличенное трезвучие также, которое сразу говорит о том, что мы непонятно в какой тональности, непонятно в какой функциональности. Естественно, это проявление колористической гармонии. Затем вот идет, значит, речитатив и молитва повитухи Алгымы. Значит, она принимает, в прологе мы знаем, да, что рождаются вот наши герои, Лоукут и Нюргугун, значит, в одной юрте они рождаются, и вот она их благословляет и поет вот такой им таюк приветственный, да. И вот здесь вот вторая строка, первый такт, мы видим пример вертикализации тетрахорда. До, ре, ми, фа, диез. До, ре, ми, фа, диез. Они звучат как один аккорд. Значит, вот такого типа созвучия, которые, значит, являются, значит, результатом вертикализации тетрахорда, мы предлагаем называть тетракорд. Сейчас я его сыграю. Полностью вот так получается. Вертикализуется, значит, лад якутской целотоники в объеме от до фа диеза. Это вот типичный такой тетракорд. Дальше вот здесь вот также вот речитатив идет, все мы, ну, тоже видим, опять же, да, интонации джебо, колыгах, якутская кварта, увеличенные трезвучия, октавные дублировки, естественно, мелодическое мышление. Тут проблемы явно с тональностью, с функциональностью. Это колористическая гармония. Так. Вот дальше идет номер, это молитва Алгымы.
Здесь вот также мы видим даже вот доминанта, да, в соль миноре идет с пониженной квинтой. Ре ля бемоль, опять интонация тритона подчеркивается. Кстати, тут есть тоже интересный аккорд. В басу звуки, это в конце первой строки, в басу звук доминанты, а наверху звуки субдоминанты. То есть такое вот полиаккордовое сочетание тоже. И также используется, значит, якутская целотоника. Фа, ми, ре бемоль и так далее. Следующий номер вот пролога «Танец матерей». Здесь, значит, Григорян применяет минорную пентатонику. То есть использование такого интересного тоже лада. Здесь мы видим пример. Дальше вот я посмотрела, значит, сольные номера, связанные с образами главных героев оперы. Это Лоокут и Нюргухун. Здесь вот мы видим дуэт, это уже идет первая картина, дети повзрослели, они вспоминают свое детство, как они весело резвились, и между ними зарождается такое вот взаимное чувство любви. Значит, чудесная тема, солнечная тональность, соль-мажор, значит, мелодия, как бы она дублируется в оркестре. И здесь вот мы видим, значит, мелодия, она в соль-мажоре первая половина, а вторая половина заканчивается в ми-миноре. Это параллельный, значит, лад, да, такой, ну, параллельно переменный лад получается. Сейчас я мелодию тоже скрою. Вполне простая такая лапидарная мелодия, да, и гармонизована очень интересными гармониями. Здесь тоника, третья ступень, то есть терцовые соотношения, да, субдоминанта, потом двойная доминанта, идет, значит, дезальтерация субдоминанта, и появляется минорная тоника, то есть опять одноименный мажор и минор. И вот переход в конце мелодии в ми минор, он тут гармонизован созвучием соль си ре ми, который можно прочитать и в соль мажоре, и в соль миноре, и под конец там вот что-то близкое к двойной доминанте ми минора, ну вот такая вот неустойчивая, но очень красочная и очень такая вот все равно светлая, очень такая радостная, приятная гармония. Посмотрим, значит, ариоза главного героя Лоокута. Это лирический образ. Здесь вот он говорит о Нюргусун, о растущем чувстве любви. Это уже такая, значит, ариозная мелодика с широким диапазоном. Звучит абсолютно натуральный минор, значит, модальный лад. Используется двойной органный пункт и, ну, натуральная доминанта. Сейчас вот я мелодию тоже наиграю. Никаких дополнительных знаков альтерации, абсолютно чистая, натурально-ладовая гармония.
Вот я обратила внимание, что первые две картины сольных номеров у Нюргугун нет, у главной героини. Она все время появляется в ансамблевых сценах. Надо отметить, что опера написана в форме сквозного такого построения, да, здесь нет номерной структуры. Есть, конечно, отдельные какие-то номера, подписанные в клавире, как ариоза и так далее, да, но в основном они все встроены в сцену, и все связано с достаточно таким активным действием. И вот все-таки какой-то маленький вот небольшой кусочек вот мне удалось, значит, вычленить, да, когда, значит, Нюргугун, она о чем-то задумывается, значит, Лакут у нее спрашивает, вот что с тобой случилось, почему ты опечалилась, и девушка предчувствует вот те, значит, беды, которые с ними случатся. Если в тональности, значит, Лакута это ре бемоль мажор, все мы знаем, да, тональность любви, то у Нюргугун идет параллельно си бемоль минор, вот такой скорбный, мрачный. И, значит, не только просто си бемоль минор, а там еще и вторая низкая используется, то есть еще более такой вот, значит, мрачный осадок, можно говорить о чертах фригийского лада. И в целом ее мелодика, она пронизана не спокойствием таким вот каким-то вот, может быть, лиричностью и так далее, а чувствуются уже интонации тревоги и плача. Ну, вот я помню вот это. Ну, тревожная достаточно интонация уже вносит вот такую вот черту, ну, какого-то предчувствия того, что будет. Затем вот мне чудесный, вот дальше я увидела танец, вот решила его также немножко посмотреть. Здесь вот мы видим двойной органный пункт, но в мелодии, значит, используется вот она четвертая повышенная в ре-мажоре, соль диез, опять же якутская целотоника. Ну, совершенно чудесная тема. Так, дальше. И вот, наконец, появляется, значит, сынок местного князька, Марджай, это вот тот жених, которого сватает, значит, отец Нюргугун, да, и здесь вот смотрим, как меняется сразу музыкальный материал. Он становится абсолютно таким диссонантным, скирцозность, такая вот, может быть, несообразность образа, комичность образа подчеркивается. Ну, давайте послушаем. Мартягай. Здесь вот, значит, получается, вот был соль-мажор вот только до этого, да, значит, в дуэте Ло-Кут и Нюргугун, и появляется тональность ля-бемоль-мажор, это, значит, получается однотерцовый ля-бемоль-мажор. И также используется увеличенное трезвучие, вертикализация звукоряда. Здесь вот идет уже, мы видим, кстати, черты миксолидийского лада. В ля-бемоль-мажоре все время соль-бемоль у него. И в партии, и в аккомпанементе мы видим, что используется огромное количество вот проходящих хроматических. Надо сказать, что вот мелодическая фигурация также является одним из средств колористики. Значит, колористику невозможно представить без задержаний, без проходящих, вспомогательных звуков, там, гармонических нот, предъемов и так далее. То есть здесь вот все эти средства используются. Такой более полный такой сольный номер Нюргугун появляется в третьей картине.
вот перед тем, как она, значит, ну, впадет в такое, ну, значит, оцепенение, она что-то предчувствует и идет вот, значит, ариоза Нюргухун. Здесь вот, кстати, вот интересная вещь, вот я вначале должна была сказать, здесь звучит Шубертова ступень. То есть на фоне, значит, доминантного органного пункта в соль миноре звучит ре, а наверху идет ми бемоль минор. То есть это, значит, трезвучие шестой ступени с пониженной терцией, вот как бы вот это вот тоже, которая определенным образом, значит, нагнетает обстановку. Очень лирический такой печальный немного образ. Так. И затем вот интересная зарисовка. Значит, дальше следует, приходит шаман, значит, проводит обряд. И вот интересно посмотреть, как, значит, Грант Григорян решил в своем произведении, как показал, значит, образ шамана. Здесь мы видим на 2 страничках вот в клавире, значит, номер под названием «Заклинание шамана». Давайте послушаем, я немножечко поиграю тоже. Мы видим достаточно скупой такой вот материал, да, музыкальный. Вот если вспомнить, например, фактуру того же Захара Степанова или Кирилла Афанасьевича Герасимова, да, то есть более яркие такие, конечно, экспрессионистские, такие можно вспомнить и гармонии и так далее. Но вот таким вот образом решил эту сцену Грант Арамович. Здесь вот соль бемоль минор, как бы тут идет, да, основная, и здесь вот используется до бикар, опять же повышенная, соль бемоль мажор, извините, соль бемоль мажор, и тут, значит, повышенная 4-я ступень, опять же вот этот до бикар, он прямо тут, ну, прозвучал достаточно ярко, опять же, значит, якутская целотоника. Так, и вот, значит, эта сцена, значит, оцепенения Нюргухун, когда она впадает вот в какое-то такое вот оцепенелое состояние после вот, значит, выходок таких шаманских, да, а девушка вот, ну, она в полной такой растерянности говорит, что со мной, то есть здесь идет, значит, говорение, то есть она не поет, она говорит, героиня, и вот как бы слышится там, значит, отголоски вот этого бубна, вот это, ну, опять же, да, это двойной органный пункт. И вот здесь опять вот, значит, опять же якутская кварта, и, значит, используются аккорды, значит, с дополнительным тоном, полиаккорд. Давайте фрагмент тоже сыграем.
да, звуковой, который вот звучит вот перед этим как бы бубном шамана, да, здесь вот это, тут вот я просмотрела звуки, да, это квартаккорд в основе, но, значит, в нем присутствует и терция, то есть как бы с дополнительным тоном квартаккорд здесь используется. Слышно, что это полиаккорд, внизу звучит как бы ре бемоль мажор, да, это параллельная тональность си бемоль минора, и сверху вот этот квартаккорд с терцией. Уже, значит, приближаюсь к завершению, значит, решила также посмотреть гармонию в хоровой сцене. Все вы знаете, что здесь чудесные абсолютно хоры, женские, там, мужские и так далее, да, вот, и вот здесь вот уже в последней картине, в 6-й картине, хор с таким же названием, как у Жиркова, «Саргыджалы». Посмотрим. Основная тональность до мажор, но, как мы видим, применяются аккорды третьей низкой ступени, что говорит об одноименной мажоро-минорной системе, также октавные дублировки, параллелизмы. И также в до мажоре очень много низкой 7-й ступени, что говорит о присутствии черт миксолидийского лада. В завершении здесь вот я просмотрела финальный дуэт Лоукута-Ниргугун. Опять возвращается светлая тональность, соль мажор, используется тонический органный пункт и дублировки. Здесь очень известная тема, сейчас ее просто буквально одним, значит, наиграю. Влюбленные воссоединяются, и опера заканчивается таким счастливым концом. Тут вот, конечно, бы хотелось еще очень много материала. Вот надо сказать, очень интересная музыка. Мне было очень интересно самой вот заняться этим материалом. В дальнейшем, возможно, да, может быть, кто-то заинтересуется, такая вот проблема, как колористика и формообразование, это вообще уже другая как бы, да, грань. Вот то, что вот можно было бы исследовать, например, и в данном произведении. Мы понимаем, что колористика, как любой вид гармонии, она абсолютным образом влияет на становление формы музыкальной. И тут вот это совершенно отдельный какой-то разговор, да, вот если вспомнить, например, вот того же, значит, Маклыгина, здесь вот форма определяется уже совсем другим образом, не как в тональной гармонии, да, где квадрат, где каденция, там каданс, доминанта, тоника, 8 тактов, 16 тактов. Здесь совершенно другое. Здесь созвучия объединяются по сходному звучанию. То есть, когда сменяется фактура, мы понимаем, что меняется и какое-то построение, да, какая-то цезура. И вот Маклыгин, он приводит здесь как бы 5 способов соединения вот этих вот различных блоков. Значит, это может быть просто повторение, вариация, трансформация, мутация, метабола. Ну, действительно, это вот нужно разбирать, это уже совершенно другой, так сказать, как бы подход. Но об этом невозможно не сказать, потому что колористика имеет также прямое отношение к формированию музыкальной формы. Итак, значит, подведем основные итоги. Мы видим, что колористика является, скорее всего, одним из важнейших средств, гармонических средств, которые использует композитор в своей опере.
Мы видим здесь как отдельные колористические обороты, да, с модализмами, вот различные какие-то полиинтервальные образования. Видим тут вот самые различные какие-то вертикальные созвучия, которые создаются на основе вертикализации ладов, в частности, тетрахордов. Да, вот я говорила о тетракорде. Значит, композитор применяет самые различные виды колористических средств выразительности. Значит, используют модализмы. Что такое модализмы? Это характерные ступени того или иного лада, которые возникают в классической тональности. Вот мы говорили, да, 2-я низкая фригийский, 7-я низкая миксельдийский, 4-я высокая лидийский. То есть вот эти модализмы, они присутствуют на протяжении всей оперы. Мы видели также, что в музыкальном, значит, языке и в вокальной партии, и в оркестровой идет постоянная опора на тритон, на якутскую кварту. Значит, образуются самого разного рода колористически окрашенные созвучия. Относительно ладовой организации здесь есть и тональность, мы говорим все время о тональности здесь, да, модальные лады, конечно, и тонально-модальная гармония, или иначе говорят, монодийно-гармонический лад. Типы вертикали, которые использует композитор: терцовые, нетерцовые созвучия, полиаккорды мы видели, да, тетраккорды мы видели, аккорды с дополнительными и расщепленными тонами. Вот на экране сейчас более крупно вот этот аккорд из темы одной, да. Так, типы развития гармонии, значит, которые применяются, это фактурные дублировки, тональное развитие, тембровая, регистровая разработка, и постепенная хроматизация звукоряда. Также она потом будет очень характерна для музыки в дальнейшем якутских композиторов, и в частности в этом произведении также. Значит, колористические средства: ладовое колорирование, диссонансы, практически это господство диссонансов здесь на протяжении всей оперы, дублировки самого, значит, разного рода, целотоника, интервалы, тритоны, квинты. Вот квинты, я говорю, двойной органный пункт, на самом деле это квинты, чистые квинты, пустотные звучания, тоже которые носят абсолютно колористический характер. И вот тут основной вывод, да, связан с тем, что, значит, используется, конечно, в первую очередь расширенная мажоро-минорная система, значит, различные какие-то очень красочные созвучия, альтерированные гармонии, органные пункты и так далее. Свое выступление хочется закончить словами Родиона Константиновича Щедрина, который также говорил о Гранте Арамовиче. Пожалуй, не будет преувеличением, если скажу, что в годы учения в консерватории авторитет Гранта Григоряна для меня был тождественен авторитетом Генделя, Бетховена, Прокофьева. Спасибо большое за внимание. Значит, я свое сообщение закончила. Если удастся, я сейчас через телефон зайду на YouTube. Если есть вопросы, пожалуйста, можете, значит, задавать относительно моего выступления, в целом относительно, да, нашего семинара, нашего лектория. И если будет возможность, я и отвечу. Так. А сейчас слово предоставляется, значит, Зое Иннокентьевне Кириллиной, заведующей секцией музыковедения нашего союза композиторов. И тема выступления сейчас сообщу. Так, сейчас. Так, поменяем презентацию. Грант Григорян «Камень счастья. Прикосновение к балету». Так всегда получается, что у нас с Чиандой Кимовной абсолютно разные темы, но, наверное, это и хорошо. Вот такое глубокое теоретическое музыковедческое исследование Чианды Кимовны, оно буквально будет, то есть мое выступление будет контрастом к этому очень содержательному, спасибо вам, и интересному докладу. Почему мы назвали свое выступление «Прикосновение к балету»? Потому что описание этого произведения полностью, такое подробное изучение, такой подробный анализ – это дело будущего времени.
Пока нет неоцифрованного варианта клавира, нет полноценной партитуры, нет издания и нет даже единого подхода к содержанию. Немножечко экскурс в другую область. Существует красивая легенда. Когда Бог пролетал над Якутией, руки у него замерзли, и он выронил все свои богатства на землю. Золото, серебро, алмазы, драгоценные камни. Поэтому Якутия по праву считается сокровищницей России. А самые красивые и ценные камни не встречаются больше нигде в мире, и с каждым годом в республике открываются новые минералы. Таким образом, Республика Саха-Якутия занимает одно из первых мест в России по разнообразию и запасам полезных ископаемых. Небольшая история. Золото было найдено на реке Лени около 200 лет назад в районе Алекмы и Витима. Якуты, охотники и скотоводы, и тунгусы, таежные оленеводы были единственными жителями этого района. Золото в этом районе было удаленным, почти недоступным, поэтому только отдельные старатели могли его добывать. В 20-е годы прошлого века началась добыча золота на Алдане, точнее, на прииске Незаметном. Якут Тарабукин и латыш Бертин объединились и организовали артель. В годы Великой Отечественной войны Алдал добывал более 30% всего золота страны и 80% слюды. Все это шло для нужд фронта. Открытие алмазов в Якутии является одним из крупнейших событий XX века. Первый якутский алмаз был обнаружен в августе 1949 года у поселка Крестях Сунтарского улуса. Промышленные кимберлитовые трубки «Мир», «Удачная», «Сытыканская» открыты годом позже. Сегодня в Якутии разведано и предварительно оценено около 800 кимберлитовых трубок. 150 из них содержат алмазы, 13 имеют промышленное значение. По оценкам специалистов, в Якутии сосредоточено 83% запасов алмазов России, и в настоящее время добывается до 99% объема российского алмазного сырья. В Якутии встречаются алмазы, чароит, халцедон, голубой нефрит, дионит, хромдиопсид, золото, серебро, платина и другие. Совершенно очевидно, что с драгоценными камнями связано очень много легенд, сказок, преданий. Есть и художественные произведения. Например, поэма Серафима Кулачикова «Иляя» «Песня о камне счастья». По мотивам этой поэмы бурятский композитор Батуев создал свой балет «Чурумчуку». Этот балет ставился на сцене театров Якутии около 150 раз. Написан он был в 1964 году, на 4 года позже, чем балет Григоряна, но его постигла более счастливая судьба, потому что он сразу был поставлен. В якутской музыке есть также балет «Каца» «Алмазы Севера», его же чудесная фортепианная пьеса «Алмаз». Именно легенды о драгоценных камнях стали темой последнего творения Гранта Арамовича Григоряна балета сказки «Камень счастья» по либретто Сивцева с Арона Маллона. Клавир балета был закончен в 1961 году. Балет очень долго не ставился. Сюита
из музыки балета «Камень счастья» 9 номеров. В 1963 году была записана в фонд Всесоюзного радио оркестром Большого театра Союза СССР. Дирижером была Галина Михайловна Кривошапка. Премьера же балета состоялась только 16 марта 1985 года, то есть спустя 20 с лишним лет после создания. В 2019 году, в дни празднования столетия композитора, была осуществлена еще одна премьера балета на оркестровые музыкальные фрагменты, которые сделал Фейгин. Грант Арамович Григорян, как известно, родился в Шухуме, учился в Бакинском музыкальном училище, служил на Дальнем Востоке, закончил Московскую консерваторию по классу композиций Голубева. Он уже в молодые годы работал над обработками народных мелодий и над оригинальными сочинениями в различных национальных стилях. В 1948 году на концерте художественной самодеятельности Григорян познакомился с искусством исполнения якутского эпоса «Аланхо». Познакомил его с якутским искусством певец Лев Попов. В 1953 году композитор, заинтересованный якутским фольклором, переехал на постоянную работу в Якутию. Он работал в Республиканском радиокомитете, преподавал в музыкальном училище. С 1955 года заведовал отделением теории музыки и изучал музыкальный фольклор. С 1953 по 1961 год он совершил 8 экспедиций, собирал народную музыку якутов, эвенов, эвенков, юкагиров и русского населения северо-восточных районов. Григорян никогда не ставил перед собой задачи исследовать народное творчество. Записи народной музыки он рассматривал только как основу для собственного творчества. У Григоряна был опыт создания театральных произведений. Опера «Праздник в горах» еще до приезда в Якутию. Вот сейчас вы слышали об опере, которая была создана в Якутске. Также он создал ораторию «Праздничная Якутия» или «Северная весенняя», оперетту «Цветок севера», балет «Камень счастья». Кроме того, у него был опыт создания музыки к постановкам театра, к пьесам «Красный шаман» Аюнского, «Долина стерхов» Гоголева. И вот последнее крупное сочинение – это сказочный балет «Камень счастья». Григорян первым обратил внимание на самодеятельную якутскую скрипку и особенности игры на ней, поскольку он скрипач по образованию. Он описал это в своих статьях, так же, как его трудами были изданы 2 сборника якутских народных песен. Возвращаемся к балету. Итак, «Камень счастья», балет, сказка по либретто Суарун Амалона. Сейчас мне хотелось бы сравнить 2 либретто, 2 содержания, которые являются, как бы, ну, так, грубо говоря, напечатанными. Что касается вот сюжета, который я зачитаю сейчас, он находится в клавире, то есть это буквально написано рукой Григоряна. И там балет первоначально имеет всего 2 акта. Название чти очень, так сказать, впечатляющее. Вступление, выход и танец 2 веселых оленят, появление сцены медведя, появление охотников, охотники потрошат тушу, все в традициях, так сказать, вот такой реалистической картины. Танец детей, появление хозяйки зимы, танец парней антрацитов, угольков, серебряных юношей, танец золотых девушек, радостный танец главного героя Нгалука,
появление хозяйской земли, появление быка-чудовища и так далее. Во втором акте происходит тоже очень много событий. Выход и танец тетеревов, приход больного Ангалука, даже покушение на самоубийство есть такая здесь часть. Приход Эрелчена, это девушка возлюбленная, вот, появление хромого зайца, лечение муравьиным маслом и так далее, и так далее. Танец снега пурги, вот удар молнии, небесный огонь, и здесь появляются самоцветы. Ангалук сбивает рук быка, но это известная ситуация, когда бык зимы теряет один рук, потом другой и так далее. Выезд и встречающий ликующий народ. В этом варианте содержание, оно очень громоздкое, очень подробное, но оно написано именно Григоряном, то есть оно вот содержится в клавире именно тогда, когда Григорян распределял вот эти вот музыкальные материалы. В нем намечено 2 акта. Можно заметить большое количество персонажей, которые делятся на 3 группы. Первое – это животные и птицы, оленята, медведь, хромой заяц, тетерева, бык. Фантастические персонажи – парни-антрациты, уголки, серебряные юноши, золотые девушки, ледяные глыбы. Хозяйка земли – это ведь тоже не реальный персонаж. Бык, морозище, чудовище. Реальные персонажи – это Агалук, главный герой, Эрелчена, героиня, охотники, дети, народ. Здесь огромное количество событий. Появление быка, морозища, чудовища – это завязка балета, развитие линии любви, драматические события, победа над быком, развязка, ликование народа, финал. И вот что интересно, другим почерком в этот вариант клавира, мне удалось его посмотреть, просто вот работать с этим материалом не очень разрешают даже фотографировать. И вот в этот вариант вписан 3-й акт с продлением праздничных событий. Народные танцы, венские, венкийские, любовно-лирическая сцена. А вот другой вариант либретто, который вот как раз внесен в театральное либретто Виктории Георгиевны Григорьевой, которая, так сказать, собрала все либретто опер и балетов Якутии. Это вариант 1985 года, и содержание здесь несколько иное. Балет здесь уже в 3 действиях. Либретто по-прежнему остается Сивцева Сарона Маллона, он тогда был еще жив. Вот. Оркестровка Фейгина, то есть по тем образцам, которые были записаны, о Фейгине скажу немножко ниже, хореография, постановка Баишева, то есть ставил как бы театр танца, дирижер-постановщик Кисленко. И премьера состоялась 16 марта 1985 года. Балет поставлен на основе записи 9 номеров на Всесоюзном радио. Действующие лица здесь другие. Хозяйка земли, охотник Якут, охотник Эвен, дочь, люди и дети севера, черный ворон, его не было в первом варианте, антрациты, серебряные юноши, золотые девушки, подруги, дух огня тоже не было, зайчиха, олени, самоцветы, охотники, люди-глыбы, женщины холода, тоже немножечко обновленный персонаж. Здесь тоже есть реальные и фантастические персонажи. Однако нарратив балета здесь сокращен. Основной линией становится любовная. Завязкой балета является сцена гибели жадных охотников и скрытие сокровищ.
Развязка балета связана с битвой с быком и спасением Эрелчены, тогда как в первом варианте болел, и его нужно было спасать Ангалук. Произошли изменения в составе персонажей и сокращение сюжетных линий. Ну, изложен как бы в презентации сюжет балета, но коротенько я напомню. У двух охотников росли дети, мальчик Ангалук и девочка Эрелчена. Это вот по варианту, который в театральных либретто. Когда отцы уходили на работу, дети заводили веселые игры. После богатой охоты на медведя охотники благословляют духа Баяная и мирно отдыхают. Во время их крепкого сна из расщелины скалы возникает образ хозяйки земли. Осмотревшись вокруг и видя, что кругом спокойно, она подходит к скале и открывает подземное богатство. Вот детям, которые оказались рядом с ней, хозяйка земли оставляет драгоценный камень. Она советует девочке и мальчику беречь камень и внезапно исчезает. Но охотники, проснувшись от долгого сна, отбирают у детей камень, прогнав их из-за жадности, начинают бороться друг с другом. Жестокий поединок кончается гибелью обоих. Видите, совсем сюжетная линия поменялась. Снова появляется хозяйка земли, глубоко опечаленная, что люди не имеют пользоваться. Она не может дотронуться до окровавленного камня. И все сокровища она решает зарыть глубоко в землю и сковать вечной мерзлотой. Черный ворон и бык-морозище погружают в землю в вечный мороз. Действие второе – это вечный холод, зима. На земле властвует бык-морозище и ворон. Девушка и юноша повзрослели, пришла первая любовь, они любят природу, маленьких друзей-зверят, но у них тяжело на сердце, они помнят слова хозяйки земли. И они решаются идти на поиски камня счастья, на поединок с быком-морозищем. А черный ворон замыслил их разлучить. Налетает сильный ураганный ветер, уносит девушку Эрелчену, смелый Ангалук не оставляет в беде свою подругу и отправляется на поиски. Он вступает в яростную борьбу с ледяными людьми, с воинами быка, с зимой и с вороном. Но его сковывает холод. На помощь приходит хозяйка земли, она отрубает рог быку, то есть подает ему меч, которым Ангалук отрубает рог быку и отгоняет ворона. Вот. Он находит Эрелчену, теплом своей души согревает его. Приходит хозяйка земли, и Ангалук благодарит ее за помощь и возвращает камень. А третье действие – это долгожданное лето. Ангалук с друзьями возвращается с добычей, в честь охотников созывается праздник. И на празднике происходит благословение молодых. Появляется хозяйка земли, она дарит молодым камень счастья. Этим камнем Ангалук открывает подземные сокровища и отдает людям все драгоценности земли. Все торжествуют и благодарят хозяйку земли. Вот сведения о постановке 2019 года. Содержание, видимо, осталось приблизительно таким же. Вот. И вот эти, так сказать, сюжетная линия, как бы очень сильно изменившаяся с момента первого как бы времени создания балета, она осталась такой же. Почему? Потому что музыка была опять использована та, которая родилась в Москве и была исполнена оркестром Всесоюзного радио. Изменилась постановочная группа.
Балетмейстером-постановщиком стала Мария Сайдыкулова, художником Саргылана Иванова, художник по свету Виталий Бедарев, музыкальное оформление Гаврил Слепцов, Роман Кириллин. Исполнители главных партий тоже поменялись: Динара Гасанбалиева, Сарел Афанасьев, Венера Федотова. Сведения о музыке описаны очень скудно. Вот пишет, как о балете Галина Михайловна Кривошапка, которая имела доступ, естественно, к нотам, к клавиру. И эти же сведения мы находим в статье Владимира Петровича Индигирского. Последним творением Гранта Григоряна, пишет Кривошапка, был сказочный балет «Камень счастья», который он успел закончить только в черновом варианте. Яркую колористическую оркестровку произведения сделал по заказу Министерства культуры московский композитор Фейгин. Вот либретто написал писатель Сивцев Саруна Малон. В основе сюжета известная философская концепция – борьба добра со злом, победа светлых сил. И Галина Михайловна Кривошапка выделяет здесь ряд лейтмотивов. Вот они у вас на экране. Лейтмотив «Камня счастья». Посмотрите, без труда мы узнаем здесь элементы и того лада, вот о котором говорила Чанда Кимовна, то есть здесь только один проходящий звук фа, и фа диез до фа диез тритоновый. Плюс здесь еще можно обнаружить элементы раскрывающегося лада. Хочу напомнить, что термин по отношению к якутской музыке «раскрывающийся лад» ввел именно Грант Григорян. Второй лейтмотив – это «Хозяйки земли», который олицетворяет добро. Очень простая такая мелодия, которая основана на трезвучных попевках с мажоро-минорным таким вот аспектом. Ну и, конечно, морозище чудище, олицетворение зла – это наш пресловутый тритон, который в данном случае используется в виде уменьшенной квинты. Интересные темы любви, их две. Одна использует такое сочетание, в котором угадывается как бы игра двух восточных национальных инструментов с выдержанным нижним звуком. Вот этот прием есть в концерте Григоряна для скрипки с оркестром. А вторая тема вообще очень сильно напоминает тему побочной партии первой части концерта, которая тоже носит обобщенно ориентальный, восточный характер, не конкретно якутский. Разработка материала, пишет Кривошапка, она очень полифоничная, драматургичная, колористичная. И вот эта вот современная гармония позволила Фейгину создать предельно утонченную партитуру. В ней немало описательных сцен, сольных вариаций героев, характерных танцев и так далее. Немножечко хотела бы сказать о Фейгине. Леонид Лазарь Вениаминович Фейгин – это очень крупный московский скрипач и композитор. Его называют последним из могикан. Почему? Потому что он учился у Шапорина, у Мисковского, а как скрипач он закончил курс у Ойстраха. Сам он создал большое количество произведений, в том числе опера «Сестра Беатрис», 4 балета «Звездная фантазия», «Дон Жуан», 40 девушек, «Фауст».
Он написал 3 симфонии, инструментальные концерты для скрипки, трубы, двускрипок и струнного оркестра, 4 квартета, 2 сонаты для скрипки и фортепиано. То есть вот выбор, который пал на него, был, конечно, вполне закономерным, но сделали это балет «Камень счастья» более индивидуальным, вы сегодня послушаете сами. Задуманный как балет с номерной структурой, «Камень счастья» обладает чертами симфонического сквозного развития. Система лейтмотивов, их переплетений, полифонического, гармонического развития создает панорамные развитые картины. Здесь встречаются диминуция, темы в увеличении в ритмическом отношении, варианты в оркестровке, регистровые решения и так далее. Но, к сожалению, оркестровый вариант оставляет немного впечатлений о национальном мелосе, проникновенной в глубинные слои народной музыки. Вот если бы это делал Григорян, если бы был жив Григорян, то музыка звучала бы по-другому. Вот вы слышали сегодня вот эти скромные, буквально по принципу «не навреди», так сказать, сочетания мелодических, гармонических принципов. Конечно, там есть очень сложные моменты, но нет такого вот какого-то выходящего за пределы якутского мелоса, нет такого как бы отношения. Очень красочная, мастерская партитура скорее приближает нас к образцам римского-корсакова и Чайковского, хотя сами по себе эти фрагменты совершенны. Вы послушаете их. Вот. Но просто она, как бы, так сказать, автора захлестывала вот эта вот творческая фантазия, и он поневоле приблизил вот эти образцы к образцам русских композиторов. Но здесь есть визитная карточка Григоряна, напев Дюбо. Пишут, что именно вот напев Дюбо, о котором сегодня Чиана Кимовна говорила, именно в письменные варианты профессиональных произведений ввел Григорян. Вот. Этот же напев введен им в скрипичный концерт, фортепианные пьесы и так далее, и так далее. Вот, например, мы сейчас послушаем фрагмент «Ярмарка» и «Танец оленей», который начинается с этого как бы слухового сюжета. Пожалуйста, Олег Васильевич. Буквально концерт для скрипки так начинается. Тритон опять же в сочетании. Тоже вариант из скрипичного концерта Григоряна, буквально из главной партии. Ну, а тут уже вот скрипичные вот эти вот виртуозные пассажи.
оживление, танец, значит. Здесь еще самоцветы подключаются. Вот чувствуете краски, какие в оркестре, просто потрясающие. Он владеет оркестровой партитурой. Потрясающе. Спасибо, Олег Васильевич. Вот характерный тритоновый пафос заключен в изображении быка, морозище чудовище. И это тоже не оставляет сомнений в национальной принадлежности. Второй фрагмент, пожалуйста. Бык. Вот лейтмотив быка. Синкопированный ритм, тритоновые ходы. Хочу сказать немножко о гармоническом языке. Здесь вот эти напластования, вот, о которых Чанда Кимовна говорила, тоже присутствуют. Во-первых, Григорян очень любил терцовые небоскребы, то есть аккорды, в которых, так сказать, много, вот вы сегодня видели, терций подстроено. Вот. Во-вторых, здесь, безусловно, секундовые сопряжения и квартовые, полиаккорды, полигармония, все. Это создает вот такой вот пафос специальный. Вот и опять вот самоцветы и все время такие вот искры. В оркестре просто красота. Спасибо, Олег Васильевич. Вот. А вот часть появления хозяйки земли в спокойном таком трезвучном воплощении – это нейтральная тема по своей почвенной природе. И вот она как раз может быть меньше отражает вот особенности национального колорита. Пожалуйста, Олег Васильевич, появление хозяйки земли. Вот, без труда чувствуется модальная такая вот, модальные
оттенки, например, целлотоновый лак, здесь есть лидийский лак, есть здесь раскрывающийся лак. Самоцветы. Да, римский Корсаков, вот я и говорю. Вот, ну дальше там идет варьирование, спасибо. Вариация Ролчена строится тоже на очень красивой теме, одной из тем любви. Но она одна тоже отличается обобщенным восточным характером, ориентальным, вот, напоминающим, как я уже сказала, одну из тем скрипичного концерта. Сама по себе изумительная мелодия, но вот как бы почвенной принадлежности в ней тоже обнаружить сложно. Спасибо. Это самая вариация Ролчена, пожалуйста. Балеты Чайковского и римского Корсакова темы. А развивается все так мощно, все развивается. Красиво на сцене, это очень красиво. Возвращается вот эта тема любви. Спасибо, Олег Васильевич. Ну, еще один интересный фрагмент хотелось бы. То есть вот и один из имеющихся фрагментов. Дело в том, что вот в этих 9, в списке 9 фрагментов еще половина повторяется. То есть там с разными вариантами одни и те же темы. И вот одна из присутствующих тем – это «Ангалук побеждает быка». Это характерный прием столкновения двух сил при участии других второстепенных героев. Их много как в русских спектаклях, так и в якутских операх. Но если, допустим, брать вот ту же инструментовку Литинского, вот, то это абсолютно сдержанная, абсолютно такая лапидарная
и очень немногословная, немногозвучная партитура, то есть очень скромно пользуется композитор мажоро-минорными, так сказать, особенностями, отходит от каких-то традиционных аккордов, но не развивает вот эту вот красоту, так сказать, которая характерна для русских классических опер. Здесь, конечно, блестящая инструментовка, яркий показ действующих лиц, но немножечко вот есть отход от якутских традиций. Пожалуйста, последний фрагмент можно, Олег Васильевич? Ангалук. Вот буквально. Вот опять соноры. Да, и даже элементы пуантилизма встречаются здесь. Вот здесь появился а вот здесь опять отход. Спасибо, Олег Васильевич. Спасибо. Вот, ну, это вот такое беглое, краткое знакомство с балетом Григоряна. Его ждет, так сказать, вернее, он ждет своего полного исследования, но прежде всего доработки, оцифровки, печати хотя бы клавира, создание партитуры. И, на мой взгляд, уже, так сказать, назрела необходимость, может быть, создать нового варианта оркестровки. Вот. Интереснейшие находки в области модальной системы, аккордики, сонористики тоже должны быть исследованы. Труд композитора, как драгоценный камень, обязан быть ограненным. Он высекал из тьмы кромешной крупицы жаркого огня, и песни теплотою вешней оберегают нас, храня. Так написала поэтесса Софьяниди о Гранте Григоряне. Спасибо за внимание. Спасибо. Так мы и заканчиваем наше выступление на сегодняшний день. Вот я смотрю чат. Здесь благодарят. Олег Васильевич, огромное вам спасибо. Пишут, что формат встречи очень удобный. Звук отличный, это самое главное для нас. Все наглядно. Спасибо организаторам. Спасибо большое. Мы в дальнейшем, я небольшой анонс сделаю. Да? 18 июня исполнится 45 лет Союза композиторов Якутии. Мы также продолжим. Вот в этом году у нас также намечается 4 лектория. Вот сегодня первый. 18 июня, надеюсь, в этом же зале мы встретимся снова уже с композиторами. Хотим пригласить еще также самих композиторов, да? Пообщаться уже вживую, так сказать, чтобы это все было записано, осталось навсегда в истории. Затем 1 октября мы
значит, планируем выход с лекцией о творчестве Николая Алексеевича Михеева. Помним, что вот как раз 1 октября родился наш председатель Союза композиторов. И в ноябре, в декабре мы собираемся сделать, значит, программу, лекторий по творчеству нашего известного сибирского музыковеда Юрия Ильича Шейкина, которому в этом году исполнилось бы 75 лет. На сегодня все. Спасибо большое всем, кто посмотрел и еще посмотрит. Вот мне, кстати, очень нравится формат вот, значит, сегодняшней встречи, что можно смотреть вот не обязательно, вот, например, сегодня и сейчас, да, а, значит, лекторий сохраняется, и можно пользоваться вот этим материалом уже в дальнейшем, который выложен на просторах YouTube. Спасибо большое, кто подошел сегодня, нас слушал, и спасибо большое всем слушателям, зрителям, которые смотрели нас. Олег Васильевич, вам огромный махтал. Спасибо. Так, Олег Васильевич, мы чай с тортиком попьем. Подождите. А, еще не выключили.